Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наш разговор в этих гостеприимных залах Национального музея Удмуртской Республики. И продолжением нашего разговора будет следующая археологическая эпоха, эпоха нового каменного века или неолита, или хронологические рамки которой определяются на сегодняшний день, по крайней мере в границах Камско-Вятского междуречья, 5-3 тысячелетием до нашей эры. Но я хотела бы сразу оговориться о том, что наука не стоит на месте, наука развивается, и сегодня с помощью, как говорится, специалистов из смежных областей научного знания она развивается неимоверно быстрыми темпами. И в новейшей археологической литературе можно встретить очень серьезные основания для удревнения археологических эпох, в частности и мезолита, и неолита. Ну, последние публикации, ученых, основанные на естественно-научных методах датирования, прежде всего по радиоуглероду, радиокарбону или масс-спектрометрии, показывают, что вхождение в новую неолитическую эпоху населения и при Урале, и даже за Урале, очевидно, происходит раньше, на тысячелетие, а может быть и на 2. Во всяком случае, последний неолитический семинар, который состоялся в марте в Екатеринбурге, в Уральском отделении Академии наук, на этом семинаре прозвучали довольно любопытные доклады, основанные, естественно, на абсолютном датировании, о том, что такой главный признак неолита на нашей территории, в лесной зоне Северной Евразии, это изобретение керамики, случилось, очевидно, все-таки в 7-6 тысячелетии до нашей эры. А это означает, что соответствующим образом удревняется и начало этой эпохи в нашем крае. Но у нас, к сожалению, в Удмуртии пока новых после 70-х, 80-х годов памятников неолита не изучалось, не было изучено. Ну и, собственно, само открытие неолитических памятников приходится именно на первую половину 70-х годов. Поэтому, если этим заниматься регулярно, заниматься целенаправленно, быть специалистами в этой области, то такие открытия, я думаю, не заставят себя долго ждать. Итак, неолит, неолитические культуры, неолитические стоянки, неолитические охотники, рыболовы. Что, собственно, характеризует эту эпоху на территории Камско-Вятского междуречья? Ну, прежде всего, посмотрим с вами на археологическую карту. Если мы вспомним с вами предыдущую карту эпохи мезолита, то не заметим сколь-нибудь разительных изменений. Да? В общем-то, приуроченность неолитических стоянок неолитического человека, она, в принципе, та же, что была нами с вами засвидетельствована в предыдущую эпоху. То есть это бассейн Вятки, это основное течение реки Камы, это бассейн реки Кельмези и Валы. Именно здесь, да, еще добавляется верхнее течение реки Чепцы, здесь в Игринском районе, на территории Игринского района, в окрестностях деревень Шатбегово, Среднее Шатбегово, тоже выявлен довольно интересный, любопытный куст памятников, такой вот локальный, да, любопытный. Но это означает о том, что мы просто плохо пока знаем свою территорию, мы плохо ведем разведки на этих территориях и, соответственно, не обнаруживаем новых памятников. Что изменилось в топографии памятников? Определенные изменения археологи фиксируют. Дело в том, что эпоха неолита совпадает с так называемым климатическим оптимумом. То есть в этот период температуры воздуха в среднем на территории Северной Евразии были на 2-2,5 градуса выше, нежели современные температуры. Да? И на этот период приходится такое завоевание, что ли, территории Западного Приуралья и Поволжья темнохвойной тайгой. Она выходит из-за Уральских гор и постепенно начинает заполнять пространство Восточной Европы, русской равнины. И это несколько меняет, естественно, стратегии жизнеобеспечения древних коллективов.
Вот те стоянки, которые нам сегодня известны, это на территории Удмуртии стоянка Чумайтло в Можгинском районе, прямо на берегу реки Валы. Или стоянка поселения Моторки, несколько северо-западнее, в низовьях реки Валы, в среднем течении Кельмези. Вот эти стоянки, они расположены довольно близко от воды, на таких низких участках надпойменных террас, на боровых террасах с песчаным грунтом, но культурный слой этих стоянок, он уже достигает 40-50 сантиметров. Он достаточно мощный, насыщенный следами жизнедеятельности человека, угли, зола, остатки костров, остатки жилищ. Причем, в отличие, скажем, от мезолитических жилищ, жилища охотников и рыболовов нового каменного века были большей площади, более сложной конструкции, более сложной планировки. И, собственно, вот эта сложность, она характеризует и сами поселения. Вспоминаем, если в эпоху мезолита на стоянке находилось одно или два небольших жилища площадью 25-30 квадратных метров, да, то в эпоху неолита на том же поселении Чумайтло изучено порядка 5 или 6 долговременных, углубленных в землю, полуземляночных, как мы говорим, жилищ. То же самое касается стоянки поселения Моторки, где было исследовано одно большое жилище площадью до 300 квадратных метров. Представляете себе, какая хижина, да, 300 квадратных метров. И вокруг нее концентрировались, располагались жилища меньшей площади, рассчитанные на одну семейную ячейку, на один семейный коллектив небольшой с одним очагом. Вот такие любопытные трансформации, изменения в характере жилищ и поселений, в общем-то, побуждают нас делать выводы и о изменениях в социальной организации этих древних коллективов, охотников, рыболовов и собирателей. Учитывая изменяющиеся природные, климатические условия, изменяющийся характер стратегий, связанных с добычей пищевых ресурсов, с освоением новых экологических ниш, приводят к тому, что всему этому способствуют изменения в орудийной деятельности человека. Вот посмотрите, как говорится, разница сразу же видна, когда мы с вами сравниваем орудия мезолитических охотников и орудия охотников-рыболовов эпохи неолита. Там мы с вами видели небольшие пластины, скалывавшиеся с ядрищ, а здесь мы с вами видим уже крупные орудия, или макролиты, как говорят археологи, да, крупные орудия, причем появляются рубящие орудия типа топора, каменного топора, да, каменного тесла, которыми можно было вгрызаться вот в эту нашу тайгу, рубить деревья, изготавливать из стволов цельнодеревянные какие-то предметы. Соответственно, это отразилось и на архитектуре поселений, на архитектуре жилищ. Такой же массивный характер, сложный характер морфологически имеют такие орудия, как скребла, скребки, ножи, сверла. То есть орудийный ассортимент человека нового каменного века в разы отличался от их предшественников. Это были более специализированные орудия, это были более совершенные орудия. Изготовить такой топор из кремня или, скажем, доломита или сланца нужно было обладать не только умением правильно ударить по изначальной заготовки, да, найти нужный, как говорится, нужное место для удара, но и нужно было еще использовать дополнительные приемы, такие как зашлифовать его, отшлифовать, придать ему более мягкую, более такую удобную форму, высверлить отверстие необходимого диаметра, да, необходимой глубины, распилить такой камень. Кремень мы с вами не смогли бы распилить, а вот более мягкие породы камня, они уже поддаются пилению. И это тоже новый прием, новация, технологическая новация неолитической эпохи. Но, пожалуй, наиболее интересным источником, свидетельствующим и о новой эпохе, и о новых условиях жизни первобытных коллективов, является керамика. Керамика – это глиняная посуда. Археологи ее называют для краткости
керамика. Так вот, в этой витрине мы с вами видим вот несколько фрагментов такой древнейшей посуды, в которой человек готовил пищу, с помощью которой он, собственно, которую он ставил на стол, да, но эта глиняная посуда, в отличие от его предшественника, она позволила ему значительно изменить свой рацион питания. То есть теперь можно было такой глиняный горшок поставить в костер, сварить бульон мясной, можно было запечь что-нибудь, да, в этом сосуде, сварить кашу опять же. И, естественно, расширение вот этого пищевого рациона способствовало дальнейшему облагораживанию, что ли, нашей с вами жизни. Да. Глиняная посуда в нашем Камско-Вятском междуречье на сегодняшний день по тем же самым методам датирования определяется в границах примерно второй половины 5-го тысячелетия до нашей эры. Но повторюсь, что эта ситуация может и поменяться с открытием новых памятников или новых методов датирования. Древнейшая посуда в нашем крае – это довольно крупные горшки по сегодняшним меркам. Это сосуды такой полуяйцевидной, как говорят археологи, формы. Это емкости диаметром до 60, а то и 80 сантиметров, такой же высоты. Очень толстые стенки. Вот если приблизить камеру и посмотреть на фрагменты, кусочки этой посуды, то как раз эта толщина 5-6 миллиметров. Она будет бросаться в глаза при той существенной разнице, как мы, например, представляем себе даже средневековые наши горшки глиняные. Она имеет довольно рыхлое такое тесто, это посуда. В тесте можно увидеть примеси, которые использовали древние гончары для того, чтобы придать прочности горшку. В качестве примесей добавляли дробленую раковину. Вот видите, створки речных моллюсков у нее, да, они дробились и добавлялись вот в этот глиняный начин. Использовали мелкодробленную керамику, то есть те же самые вышедшие из употребления горшки дробили, толкли и так называемый шамот получали. Вот этот шамот тоже добавляли в глиняное тесто. А при нынешних возможностях технологического изучения керамики выяснилось, что, например, добавляли иногда птичий помет или, скажем, пух птичий. Его тоже добавляли в тесто для того, чтобы… То есть эти добавки использовались в качестве отощителей глины, если она была слишком жирной, да, или для того, чтобы придать ей пластичности, чтобы можно было вылепить горшок, и чтобы потом, когда ты его помещал в костер для обжига, он не треснул у тебя и не развалился. Такие приемы работы с керамикой, такие приемы гончаров, они, конечно, формировались не единовременно. Поэтому вопрос о происхождении посуды, о времени, истоках керамической традиции – это один из таких остро дискуссионных вопросов. И сегодня несколько взглядов в нашей науке существует на то, а когда, собственно, появилась, не только когда появилась керамика у нас в Западном Приурале, в Камско-Вятском междуречье, в частности, в Прикамье, но и откуда она появилась. Или это было собственное изобретение наших охотников и рыболовов, да? Либо они все-таки позаимствовали эту традицию у своих более южных соседей. И пока что многочисленные наблюдения археологов за, собственно, вот этими гончарными технологиями, гончарными традициями, прежде всего в южных районах, в Нижнем Поволжье, Среднем Поволжье, в Подонье, в Предкавказье, Урало-Каспийском регионе, показывают, что там керамика появилась значительно раньше, но технологически она все-таки отличается от той керамики, которую мы знаем по нашим прикамским стоянкам, камским стоянкам. Как изготавливали посуду? Вот здесь как раз в этой витрине можно видеть несколько приемов.
один прием, это, ну, наиболее такой распространенный, это так называемый ленточный налеп. То есть вот дети всегда любят, как говорится, из глинки катать колбаски такие, да, так вот выкатывалась такая колбаска, и эта колбаска затем наматывалась по спирали, спирально-ленточная, отсюда название, наматывалась вокруг каркаса. Вот здесь вот, кстати, такой прием ленточного налепа виден на муляже, на образце, то есть очень хорошо видно, что горшочек состоит из нескольких глиняных полосок, да, соединенных между собой. Такую керамику обнаруживаем в культурном слое. Мы видим, что обломки, они как раз и демонстрируют вот те самые приемы, потому что керамика, она ломается как раз по тем линиям скрепления, да, вот этих самых ленточных полос. Другой способ – это способ выбивания. То есть брали сплошной, как говорится, сплошной кусок, цельный кусок глины, заготовки, и методом выбивания, как говорится, получали целостную форму. Но у нас при Каме больше распространены, конечно, вот такие приемы спирально-ленточного налепа. До того, как поместить свежевылепленный горшок в печь или в очаг для обжига, ему придавали какие-то нехитрые узоры. Да? То есть, в общем-то, древний человек не лишен был и эстетических каких-то представлений. То есть недостаточно было обычного горшка, хотелось его как-то, как говорится, декорировать, приукрасить. И вот такие приемы украшения посуды, они позволяют археологам, позволяют ученым конструировать определенные археологические культуры, за которыми скрываются вот такие вот традиции, да, передаваемые из поколения в поколение. То есть, естественно, если от родственника к родственнику передается искусство изготовления горшка, то он будет обучать новое поколение тем приемам, которым его научили его отцы и прадеды, да? И, соответственно, приемы украшений будут те же самые. Поэтому, когда археологи изучают разные гончарные традиции на разных территориях, они обращают внимание на то, как вылеплен горшок, как приготовлено глиняное тесто и как этот горшок украшен. Вот это новый источник для археолога, он действительно очень эвристический, потому что на основании сравнительно сопоставительных вот таких приемов изучения древней керамики мы можем с вами уже потом впоследствии рассуждать о том, какие традиции были характерны для той или иной территории, как эти традиции, собственно, здесь появились. Так вот, у нас в Прикамье и на стоянках Камско-Вятского междуречья археологами обнаружены несколько типов керамики, которые различаются между собой вот теми самыми приемами изготовления, формой, глиняным начином и, соответственно, приемами украшения. Это так называемое, ну, прежде всего, основной массив керамики, который считается местным, прикамским, это украшение горшков с помощью гребенки или гребенчатого штампа. Вот гребенчатая орнаментация, как говорят археологи, это такая местная традиция, которая, очевидно, появилась здесь вот изначально. Другие приемы украшения, которые здесь тоже известны, они, очевидно, появляются несколько позднее. Второй прием, так называемая накольчато-прочерченная керамика, то есть когда поверхность глиняного горшка украшалась с помощью наколов острым острием палочки по всей поверхности сосуда, или, скажем, такой керамики, как ямочно-гребенчатая керамика, когда помимо оттисков гребенки мы с вами видим еще и вдавление, глубокие вдавления, ямочные вдавления, которые являются своего рода такими разделителями зон гребенчатого штампа. Это не случайное явление, да, то есть это не проба пера древнего гончара, а это именно отдельные разные традиции. Почему мы так думаем? Потому что, скажем, отличаются и формы сосудов, и тесто сосудов, которые украшены вот разными приемами. Ну, например, гребенчатая керамика – это вот те традиционные уже для Прикамья полуяйцевидные формы. А вот горшки, которые украшены наколами, они, как правило, имеют
плоское дно, не округлое или остrodонное, да, как у яйца, скажем, краешек яйца, да, кончик яйца, а плоское дно. И наколы украшают всю поверхность сосуда, тогда как гребенчатым штампом украшались только верхние зоны. Вот на основании таких наблюдений археологи выделяют разные культурные традиции и, соответственно, пытаются понять, значит, когда новая традиция появилась в нашем крае и откуда она сюда пришла. Так вот, если гребенчатая керамика считается нашей прикамской, автохтонной, да, местной керамикой, то накольчато-прочерченную керамику считают появившейся здесь, уже очевидно где-то в позднем неолите, из других районов, в частности, таким исходным пунктом называют Среднее Поволжье, ну и даже дальше еще Подонье. Есть много работ на эту тему, подтвержденных экспериментальными методами, наблюдениями, сравнением и так далее. Но вот это одна из наиболее, может быть, на сегодняшний день обоснованных точек зрения. Хотя, как замечено нашими специалистами в области вот этой неолитической керамики, накольчатая керамика достаточно широко распространена была. То есть она известна и на Нижней Волге, она известна в Прикаспии, она известна даже в Зауралье. Я вам уже упоминала вот последний неолитический семинар, где как раз тема его служила тема появления накольчато-прочерченной керамики в Зауралье, на территории Зауралья. Ну и помимо таких новаций новой неолитической эпохи, как искусство изготавливать глиняную посуду или, скажем, особые формы орудий, непременно нужно назвать еще такое изобретение человечества, как придение ткачества. То есть первые факты, свидетельствующие о зарождении такого вот ремесла, такого мастерства в нашем крае, это появление в культурных слоях неолитических стоянок керамических колесиков, глиняных колесиков, пряслиц, так называемых, которые одевались на кончик веретена для того, чтобы придать веретену равномерное вращение для придения нити. Вот такие пряслицы появляются именно в эпоху неолита на наших памятниках, и мы можем говорить о том, что наши женщины научились прясть, ткать одежду, и, соответственно, изменился внешний облик одежды неолитических охотников и рыболовов. Ну и еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, из которого я, собственно, начала нашу сегодняшнюю лекцию, это то, что в эпоху неолита образ жизни становится более оседлым, долговременным. Вот эти долговременные поселки со сложной планировкой, со сложной архитектурой, они существуют на одном и том же месте длительное время, а это говорит о том, что освоение, как говорится, вот данной экологической ниши носило более продуктивный характер, более такой диверсифицированный, что ли, характер. То есть и рыболовство, и охота, и собирательство, то есть такая настоящая комплексная присваивающая экономика. Хотя в последнее время много говорят о том, что, очевидно, уже в эпоху неолита и в столь отдаленные северные уголки Евразии начинают проникать какие-то элементы производящей экономики, ну, в частности, скотоводства, то есть разведение домашних животных. Есть такие попытки и оценки наших вот, памятников в Прикамье, в Среднем Поволжье. Правда, такие находки пока что эпизодичные, они не составляют сколь-нибудь серьезных, обоснованных серий, поэтому пока мы, в общем-то, будем говорить лишь о экономике здешнего неолитического населения как о комплексной присваивающей экономике.